В этой концепции Дагестан, Ичкерия, Азербайджан у России отнесены в стан потенциальных врагов России еще в 1992 году. И программа физического уничтожения этого потенциала. Вот карта. Все, что находится внутри красного, подлежит полностью физическому истреблению и уничтожению. Это карта авиационных ударов. Карта авиационных ударов. Это после уничтожения Грозного. Грозный уже исключен как уничтожение. Сюда входит почти полная горная часть Дагестана. И даже Черкесская ГРЭС до Хунзава, от Хунзаха, далее необитаемая часть человека. Отсутствие экономического потенциала. 4 легенды, якобы чеченские террористы, диверсанты, уничтожили Черкесскую ГРЭС. После чего затапливается вся эта территория. Вот Хасавюр, вот границ нет между Ичкерией и Дагестаном. Все это и далее Ингушетия. Все это подлежит, чем они занимаются, ковровыми квадратно-гнездовым способом, как говорят. А сейчас третья зона. Нет, эта карта, может быть, я не могу судить, когда составлена, но программа принята, концепция государственной политики России в 1992 году. А вот планы России, правительственные планы, по которым полностью чеченцы должны быть депортированы. Это военный план. Вся территория разбита на 420 условных наименований. План военного разрешения всех уничтожительных процессов. 420 населенных пунктов. Каждый закодирован, каждый имеет условное наименование. Чтобы подготовить такую работу, нужны такие села, куда выселять. Для генерального штаба и для планирующих органов ни недели, ни месяца, а даже годы. Так что план готовится. А чья подпись там стоит? Черномырдин? Да, Черномырдина. Вот он. Это тот план, который вы меня спрашиваете. Да. От 1 декабря 1994 года 18:37 или 87. Город Москва. Значит, что предполагает этот план? Мероприятий по обеспечению эвакуации населения Чеченской Республики. От кого? Сегодня у нас ракетно-бомбовые артиллерийские удары уничтожительные. Оставшие живых бегут из-под этого удара, а далее их развозят по регионам, подготовленные в последние 4-5 лет. Специально подготовленные бараки, общежития, целые городки для поселения, значит, так называемых беглецов. Куда? Это Астраханская область, Вологодская, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская. А вот что такое, как эвакуация. Вот это из пунктов. Пункт 8. Организовать размещение на постоянное место жительства и трудоустройства для жителей. А вот очередной план постановления правительства Российской Федерации от 9 декабря номер 1361/94 года о неотложных мерах по восстановлению и развитию экономики и социальной прочности. Сперва уничтожить, а потом что восстанавливает нам и куда нанесли первые удары высокоточным оружием, авиация и, значит, артиллерии по архивам и по Национальному музею.
в очередной раз то, что мы за эти 4 года собрали для восстановления своей истории, своей культуры, увидя, что в нем потенциал, где России никогда не дойти до этого уровня, и через тысячелетия приехали куда после разрушения? Первые специалисты под прикрытием мощных вооруженных сил забрали архив, забрали наши исторические музейные ценности. А теперь собираются нам реставрировать и подарить в качестве переработанного геологического материала. А вот что нам из культуры оставляют. Циничное 24-й пункт Федеральной миграционной службы России. Обеспечить при реализации федеральной миграционной программы первоочередное финансирование мероприятий по комплексному расселению беженцев и вынужденных переселенцев членских республик. Значит, они уже возвращаются не к себе домой, а туда, где им укажут. Если это не чеченского происхождения, иди вот в тот район поселись. А чеченцы давай в Оренбург и так далее. Для нас самое главное, что определено: Россия является агрессором, и причем без всяких правил, без всякой нравственности, без всякой морали, сатанинской сутью человеконенавистной политики русизма. По сути дела, этот конфликт и эта агрессия раскрыла окончательно для цивилизованного человечества такой феномен, как русизм, очень хорошо скрытый и о котором боялись вымолвить слово. Болезнь. Хуже фашизма, нацизма, расизма, любой идеологии политики человеконенавистнической. Вот она налицо и действует. И мир это увидел. И лечить надо всему миру, как лечили фашизм. Как лечили? Россия первая закричала: «Караул!» Хотя в то время и Россию многие государства не признали, не признавали, но когда увидели опасность фашизма и его распространения на мир, весь цивилизованный мир пресек его развитие. Теперь русизм. Все человечество должно бороться с русизмом, вылечить русизм. Иначе он будет, видите, как и был 300 лет, получит дальнейшее развитие, вот уже приобретя все средства уничтожения человека, потенциала. И в России еще есть кнопочка, которая сейчас грозят миру, с черным чемоданом. Недалеко время, когда будет запущена эта кнопка. Если человечество не вылечит в России Руси, и не обязательно в Чечне, и на Украине, и в Европе прежде всего, там, где послабее и нет ответной, вот туда и пойдет срабатывать черный ящик с черной кнопкой. Работает. Если не пресекать